Добрый день, коллеги, добрый день, участники сегодняшней конференции. Хотел поблагодарить коллег, то, что они действительно озвучили правильные вещи. Никаких а, сборов, да, там осуществлять не нужно. Государство осуществляет свою деятельность по облегчению участи осужденных на безвозмездной основе. Там, деньги мы не собираем, никому не передавать не собираемся. Такого вообще не было даже, не обсуждалось никогда, потому что это процесс межгосударственных договоренностей о выдаче осужденных лиц. Это первое. Второе, как вы знаете, наши граждане, они осуждены за преступления террористического характера. В свою очередь, данный вид преступлений по иракскому уголовно-процессуальному законодательству попадает под политический вид преступлений. Согласно их уголовно-процессуальному кодексу, за осужденные лица по политическим видам преступлениям вообще не подлежат выдаче никакому из государств. Но благодаря нашим усилиям совместно Генеральной прокуратуры мы достигли такой промежуточной договоренности, можно сказать, с Министерством юстиции Республики Ирак. Они согласились рассмотреть данный вопрос, но для этого нужно им какая-то юридическая основа. Как раз-таки это будет соглашение между нашими странами о выдаче осужденных лиц. Это получается, мы договорились в сентябре 2023 года. С тех пор мы по дипломатическим каналам неоднократно направляли, переписывались с иракской стороной. 25 апреля мы провели первый раунд переговоров уже между Генеральной прокуратурой и Министерством юстиции Республики Ирак, где остановились на уже конкретном проекте документа. Э, Сейчас, получается, иракская сторона, они направляли ранее по итогам конференции запрос в свой Государственный совет, это аналог Конституционного совета Республики Казахстан. Они спрашивали, могут ли они напрямую с Генеральной прокуратурой подписать данный вид соглашения. И вот на этом мы сейчас остановились, будем работать дальше. После того, как мы сейчас на какие-то нам они вопросы, конечно, задаются они по соглашению, мы их параллельно, незамедлительно отрабатываем. И вот сейчас у нас пару вопросов с иракской стороны есть, наши проработки находятся, и после этого мы уже будем организовывать второй раунд переговоров. Пока на этом все. Ну, наш взгляд на эту ситуацию оптимистичный. В целом вообще наша такая как бы обязанность совместно с Генеральной прокуратурой облегчить участь не только осужденных, которые в Ираке сидят, вообще всех наших граждан, и мы вот постепенно вот так работаем. Каких-либо незаконных действий, не знаю, осуществлять не стоит, потому что и там сборов всяких там, как минимум, если бы эта иракская сторона увидит, да, то, что вот там родственники собираются там какой-то выкуп сделать, да, либо что-то еще, это может нанести вред уже достигнутым договоренностям, да, и лучше, не знаю, придерживаться официальной позиции Республики Казахстан, работать через фонд АКНИЕТ, спрашивать у них последнюю информацию. Ну, как бы так. Либо, там, не знаю, там, посольством можете обращаться. Мы всегда на связи, готовы вам ответить на все ваши текущие вопросы и тому подобное. У меня все.